Сразу после праздничного намаза мусульмане республики посетили кладбище, где похоронены их родственники. В этот день над могилами принято читать отрывки из Корана и просить Всевышнего об облегчении участи покойных. Благодаря усилиям республиканского Миннаца большая группа жителей Ингушетии смогла побывать на родовых кладбищах в пригородном районе. Присоединилась к ним и наша съемочная группа. Уже с 8 утра на автовокзале в Назране собрались те, кто хочет посетить в первый день праздника могилы своих родственников. Специально для них Миннац Ингушетии организовал сегодня выезд общественного транспорта в пригородный район. Воспользоваться этой возможностью смогли жители со всех уголков республики. Сегодняшний выезд включена, скажем, большая часть населенных пунктов пригородного района, в том числе и самые отдаленные, можно сказать. В этом вопросе организует данную акцию Министерство внешней связи, национальной политики, печати и информации Ингушетии. Тесно сотрудничало с Миннацем соседней республики. По словам жителей Ингушетии, условия для посещения ими своих родовых кладбищ в пригородном районе созданы едва ли не идеальные. У кладбища в поселке Октябрьское с самого утра множество народа. Люди приходят сюда целыми семьями и даже с маленькими детьми. По мнению старших, очень важно прививать такие традиции, как посещение родовых кладбищ именно среди молодежи. Ведь у многих здесь похоронены родители или другие родственники. У Магомеда Джаниева на этом кладбище похоронен отец, и сегодня он пришел на эту могилу помолиться и еще раз вспомнить заветы своего отца, который при жизни учил своих детей чтить и передавать детям традиции ингушского народа. Dal imam oldu. Dal daha da ki eş mi oldu? Şey Muhammed da ya hat bu ya ne de dazdiğiniz sabırlı boz. Ne daha bahar sabırlı doluş. Sıkı boş. Daha şey antir boluş. Liver hop. Böyle dali ki soğutu mehtik ve fusum yakır. Так. Okos seviş kımçağı kusak. Oldu zafade de su. Добраться до кладбища сегодня было просто. Колонны общественного транспорта из Ингушетии сопровождались сотрудниками полиции Северной Осетии, что помогло избежать пробок и задержек в пути. Детишек, которые поздравляют всех с праздником Мархаш, сегодня на улицах поселка Карца не меньше, чем взрослых. Багаудин Парагульков сегодня с рассвета не устает встречать гостей. Говорит, что на Мархаш к ним съезжаются родственники со всех районов Ингушетии. Треберт безим болуш, чам болуш, наха дизе диж, трель даши даш, трель безим диж, чам болуш, дах знахтук таханду сахти. Жители Карца дружно идут поздравлять односельчан с праздником Мархаш. По традиции, в первый день они посещают тех, кто постарше. Собираясь у своих соседей и родственников, читают маулид и восхваляют Всевышнего. Дугурхан Джаниева, переехав сюда из Казахстана, живет в добром соседстве со всеми односельчанами. И даже говорит, что в поселке Карца ее семье уютнее, чем где-либо раньше. Нормально, да,
Azlal koyduk bu. Yurt bağına getirdik bu. Koyda hal. Zeybine dağıştık ham dağıt. В праздник Мархаш все радостные, приветливые и доброжелательные. Сидя за столом, люди постарше вспоминают, как в молодости сами ходили в гости. Соқуын олсаны горд хайлелы маре бот. Сан говорят, с горд ждок не гят в то время. Эшли лавашли. Да, горд сани будет. А солда машина жила, так машина радула. Машина жила, гаш вор. Ол малвар на астин то. Йорт тоже. Тадяжлин то лил жан долышхан. Это где-то 66-е года пешком ходили. Йорт. Туан халдарда его. Так говорил, горд вода. Особенно старших радует то, что праздник Мархаш каждый год объединяет всех мусульман. Ведь именно в эти 3 дня каждый спешит проведать своих родственников и знакомых, навестить которых в другие дни бывает не всегда просто. Магомед Асканов, Ильяс Дасхоев. Новости 24.